Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня суббота, 5 марта 2022 года, и мы снова приветствуем вас на нашем канале Туркмен Халкы ДВТ. Сегодня я хотел бы рассказать вам в Туркменистане и снаружи Туркменистана, как голосовать, где голосовать на предстоящих президентских выборах, которые должны завершиться 12 марта 2022 года. Как вы знаете, 11 февраля 2022 года президент Туркменистана подал в отставку. Он дал дорогу молодым демократическим силам и сказал: вот я устал, я остаюсь только председателем парламента, и вот место есть, любой человек может приехать и проголосовать. Это было сказано 11 февраля на внеочередном заседании парламента, Верхней Палаты. С тех пор много что изменилось. Как вы знаете, Бердымухамедов всю жизнь обманывал. Каждый раз, когда он выступает, он дает только ложь. И в этот раз, как всегда, он обманул. Внутри появились 9 кандидатов, и снаружи появились 4 кандидата, которые хотели, чтобы они были зарегистрированы. Лично я, Мурат Курбанов, отправил все свои документы на регистрацию после того, как инициативная группа Эркин Туркменистан ТВ Радио и активисты меня избрали от Демократической партии как кандидат на предстоящих выборах президента Туркменистана. Я в уполномоченные сроки отправил все документы, проконтролировал. Эти документы дошли до места назначения, но я даже не получил ответа. Никакого контакта, никакого ответа. Я эти документы выставлю на YouTube, вы это можете увидеть. Далее. Другие кандидаты тоже, я знаю точно, вот Нурмухамед Анаев сделал то же самое, он тоже не получил ответа. То есть эти выборы изначально были сделаны для того, чтобы победный кандидат Сердар Бердымухамедов выиграл эти выборы. А эти слова, как всегда, пустые диктатора Бердымухамедова о том, что свободные демократические выборы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. 8 кандидатов появилось в Туркменистане. Эти 8 кандидатов, их избрали, они сами испугались, что их назначили на это место быть кандидатом в президента Туркменистана. В 2017 году на последних выборах один кандидат был с Марыйского вилаята. Так вот, он испугался, что его поставили кандидатом в президенты. После того, как он проиграл, он давал садака. То есть он раздавал еду и отмечал, что он не выиграл, потому что его жизнь была в опасности. Потом его начали таскать только потому, что 10% населения Марыйского вилаята проголосовало за него, как за своего земляка. Его возбудили уголовное дело, и над ним издевались, чтобы узнать, откуда эти голоса и почему за него народ проголосовал. То есть эти выборы, как и все выборы в диктаторских странах, проходят под жутким контролем государства. В Туркменистане нету коронавируса. Официально об этом объявил президент. С 14 января весь Туркменистан закрыт на карантин. Ни с одного этапа, района, вилаята, области в другой вилаят проехать невозможно. Как можно проводить выборы, когда в Туркменистане якобы карантин, все закрыто? Первое. Второе. Те туркменистанцы, которые уже 2 года не могут заехать в Туркменистан, находятся за пределами Туркменистана, для них дорога в Туркменистан закрыта. Ни о какой эвакуации речи не может идти, пока президент Туркменистана не поставит своего сына президентом, не уберет всех министров, не посадит их в Овадан-Депе. После того, как стабилизируется его сын, он, возможно, запустит их. В противном случае 45% населения находится за пределами Туркменистана. Вот такая диктаторская страна. Все кандидаты должны были зарегистрированы быть не ранее 30 дней, не позднее 30 дней до окончания выборов. Сердар Бердымухамедов зарегистрировался на 25-й день до окончания выборов, до даты, начала голосования. То есть это уже незаконно. Все кандидаты были незаконно зарегистрированы. В Туркменистане никто не смотрит на Конституцию. Президент Туркменистана открыл международные фонды внешние. Эти фонды сам возглавляет. Все деньги от реализации нефтепродуктов идут туда, продает.
и эти деньги не поступают в бюджет. В бюджет поступает 20%, которые его карманный министр разворовывает. Все, весь Туркменистан. Цена на газ, нефть поднимается, туркменистанцы живут еще беднее. То есть никакая связь с природными ресурсами, с продажей природных ресурсов и состоянием, социальным положением наших людей нету никакой связи. Но вернемся к выборам. Посмотрим. Я вам зачитаю то, что они приняли вот в последний момент. Досрочное голосование по выборам президента Туркменистана началось в среду 2 марта 2022 года. Хотя они должны были 12 марта состояться. Сообщается на страницах Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Досрочное голосование проводится ежедневно с 8 часов до 18:00. Всех туркменистанцев заставляют идти и дать голос за Сердара Бердымухамедова. Если вы отсидели, а в Туркменистане больше 60% людей отсидели, это такой механизм репрессий. За любую вещь вас посадят. Вы должны отсидеть и увидеть этот ад, потому что когда вы выйдете, вы будете всем рассказывать. Вы живой распространитель ада. И тогда никто связываться с государством не будет, потому что он может в этом аде ни за что оказаться. Теперь что они делают? Используя этот ад, они приходят к этим людям, Министерство национальной безопасности, сотрудники, к этим людям, которые сидели, заставляют их голосовать за Сердара Бердымухамедова и их родственников. И говорят, не проголосуете, этот человек опять уйдет в тюрьму. Мы найдем, что на него повесить. Кроме этого, в садиках, в школах, везде идут прессинги, во всех местах проводятся собрания. Весь административный ресурс работает, чтобы проголосовать за Сердара Бердымухамедова. Основной аргумент, видите, на Украине война, демократия, а у нас ее нет. То есть это как аргумент объясняется людям. И люди думают, ладно, лишь бы войны не было, проголосуем за Сердара Бердымухамедова. Еще на 30 лет этот диктаторский режим, чтобы продлить. Почему на 30 лет? Недавно было принято 11 февраля 2022 года на внеочередном заседании Народного собрания Халк Маслахаты программа на 30 лет. Исполнять эту программу, как президент говорил, нужен молодой парень. Вот его сын. Сейчас этот сын на 30 лет приходит. Ему 40 лет. До 70 лет он будет это возглавлять. И дальше его внук, как говорится, который в 16 лет совершает уголовное наказание, насилуя девочек и убивая их, этот парень продолжит, значит, эту династию. То есть в Туркменистане должность президента уже монополизирована. Кроме этого, все должности руководства монополизированы семьей Бердымухамедова. Вы не сможете ничего сделать, потому что он и президент Туркменистана, сейчас временно исполняющий, потом сын будет, он и премьер-министр, он и председатель государственной безопасности, он и великий главнокомандующий, он и председатель Милли Кеңеша, то есть парламента. То есть ничего не остается, поэтому и у народа Туркменистана никакого шанса юридически поменять или участвовать в выборах нет. Эта конституция уже 9-й раз была изменена, специально сделана так, чтобы никто не смог участвовать на выборах, кроме его сына и тех, кого он назначает. Например, 15 лет, если ты не проживаешь в Туркменистане, то есть безостановочно, ты не можешь быть избранным кандидатом на пост президента Туркменистана. Еще другие там, только 3 партии могут предлагать своих кандидатов, а они клоны партии демократического Туркменистана. Это бывшая коммунистическая партия. Больше партий не регистрируют, и ты не имеешь права от какой-то партии идти. Далее, если ты самовыдвиженец, ты должен собрать 10 тысяч голосов. И с каждого этапа, то есть с каждого района по 300 голосов. Теперь представь себе, вот эти 8 кандидатов за 2 дня собрали 10 тысяч голосов. То есть они проехали во все места, провели агитацию. В каждом районе минимум по 300 голосов собрали. Вот эта фальсификация распространяется не только на победного основного кандидата, но и кандидатов-клонов. То есть это не выборы, а назначение президента Туркменистана, папы сына. Вот. Ну, идем дальше. В соответствии с статьей 73 избирательного кодекса Туркменистана, избиратели, не имеющие возможности в день выборов быть по месту жительства, имеют право проголосовать досрочно. Досрочное голосование
проводится на избирательных участках и начинается за 10 дней до дня проведения выборов. Работа участков в первую очередь предусмотрена для граждан Туркменистана, выезжающих в длительные командировки или на отдых, а также для лиц, которые в день выборов 12 марта по какой-либо причине не могут проголосовать на своем избирательном участке. Теперь представьте, Туркменистан закрыт, карантин, снаружи самолетное сообщение закрыто везде. Ни один туркменистанец не может домой попасть. Семью не видел, детей не видел, мать, родственники, умершие, там, поминки и так далее, попасть не могут. А куда они могут в отпуск уехать? Куда они могут уехать на длительную командировку, если Туркменистан маленькая страна и она закрыта? Ты даже с района в район не можешь уехать. Карантин никого не пускает. О какой длительной командировке идет речь? Они заранее делают 2 марта, потому что президент Туркменистана услышал, что 12 марта народ выйдет на митинг, на протест, и их снимет с должности. Они испугались и 2 марта уже начали выборы, чтобы в короткое время провести все. Вот такие дела происходят в Туркменистане. Ну ладно, это жизнь диктатора, это его проблема. Народ Туркменистана проснулся, и в ближайшее время мы этот диктаторский режим сменим. Сменим на нормальную, свободную страну, на страну, которая развивается, на страну, в которой есть у каждого свой выбор, у каждого возможность развиваться. Каждому государство предоставит возможности, даже в тяжелом положении государство окажет специальную помощь, пособие по безработице. Никто не будет плохо жить. Все государства будут идти только в бюджет, ни в какие специальные фонды. Пойдем дальше. Демократический выбор Туркменистана совместно с демократической оппозицией разработали специально онлайн-голосование. Это онлайн-голосование нам позволит увидеть реально поддержку каждого кандидата. Сколько наберет Сердар Бердмухамедов, победный кандидат Бердмухамедова, и сколько наберут все остальные кандидаты. Это голосование специально организуется нейтральной стороной. Это голосование будет проводиться открыто, честно в телеграм-канале. К этому телеграм-каналу будет привязан сайт интернета голосования. То есть все, кто голосует в онлайн-режиме, тут же на сайте будет отображаться реально состояние голосования по каждому кандидату. 12 марта эти выборы будут закончены и будет подведение итогов. Вы увидите реально, за кого проголосовать. Теперь мне задают вопросы. Как будет проходить голосование? Голосование будет проходить в 2 видах. Первый, физически. Вы можете прийти на любой избирательный участок в Туркменистане. На этом избирательном участке вы возьмете свою бюллетень, зарегистрируйтесь, зайдете в комнатку, где все закрыто. Вы вычеркните тех кандидатов, которых вы не хотите. Вы напишите того кандидата из 13 кандидатов, кого вы хотите. Те кандидаты, которые снаружи хотели были зарегистрировать или снутри, разницы нету. Вы напишите от руки, допустим, Курбанов, Мурат или еще другой, неважно кто. То от того кандидата, за кого хотите отдать голос. Вы сложите в три части избирательную бюллетень, вот так показываю, вот так в 3 части свернете и бросите этот бюллетень в избирательный ящик. Чтобы кто-то другой сфотографировал и видел объем вот этих вот самолетиков в этом избирательном ящике. Тогда мы узнаем, сколько человек проголосовало за Сердара и сколько нет. Это физически. Вы это можете сделать в Туркменистане или в посольстве, консульстве, где это организовано. Для этого вам надо связаться с ближайшим посольством и консульством и сказать, что я хочу проголосовать. Я прошу всех туркменистанцев обязательно идти на выборы. Да, ваши голоса своруют. Это не просто так. Вы сами убедитесь, что ваши голоса всегда воровали, даже если вы не приходили. Вы увидите, как этот механизм работает. Мы сможем фотографиями вот этими вот доказать, что фальсификация идет на местах. Мы проведем онлайн голосование. Это уже другая часть, которая не относится к первой части. В онлайн голосовании каждый телефон, каждый IP-адрес имеет право проголосовать 1 раз. Поэтому не спешите. Посмотрите кандидатов, предвыборные кампании и давайте голосование. Мы прекрасно понимаем, через 18 дней после объявления выборов
уже начинают выборы проводить. Ни один кандидат даже не успел, они еле успели зарегистрироваться, не успел проехать по всем местам. Карантин. Никуда в Туркменистане поехать нельзя. Ни кандидату, ни собираться нельзя, ни собрание проводить, ни выступить по телевидению, объявить о своей программе. Ничего нельзя сделать. Поэтому все эти выборы – это полная липа. Как известно, вот миссия наблюдателей Содружества независимых государств продолжает наблюдать за ходом избирательной кампании. Представители Казахстана, где идут фальсификации постоянно, представители России, где вообще тотальная фальсификация, приехали в Туркменистан, чтобы зафиксировать фальсификацию и объявить выборы состоявшимися. Поэтому мы не верим этим выборам. Международный наблюдатель, уже побывав на различных избирательных участках города Ашхабада, ознакомились с их оснащением, составом избирательной комиссии, а также ходом досрочного голосования. Господин Макгрегор, мошенник, международный мошенник, взяточник, представитель Канады, гражданин Канады, являющийся председателем ОБСЕ в Туркменистане, полевого, значит, организации полевой, не только взятки берет через турецкого гражданина, он участвует в этом кошмарной фальсификации. Тоже, пожалуйста, отметьте. Вот этот человек, он, живя в демократии, получив паспорт демократии, борется против демократии за диктатуру. Запомните, Макгрегор полевой посланник ОБСЕ, дипломат, находящийся в Туркменистане. Потому что на протяжении 2 лет мы выступаем, ни один раз публично не смог высказать о всех нарушениях Конституции Туркменистана Бердымухамедовым, а он нарушает каждый месяц грубо, в открытой форме, ни разу не сказал свое мнение. Ни разу не сказал Бердымухамедову: вы нарушаете Конституцию. Наоборот, находился там и через турецкого гражданина брал взятки и везде писал, что в Туркменистане все спокойно. До этого была Наталья Друзь, мошенница полная, на взятках сидела и участвовала, танцевала вместе с Бердымухамедовым на всех его мероприятиях и прославляла его. Вот такое международное сотрудничество с Туркменистаном происходит. Поэтому народ Туркменистана, верьте только в себя. Не в этих мошенниках. Макгрегор, Наталья Друз, сейчас которые россияне приехали или приехали казахи, которые будут подтверждать фальсификацию и говорить первыми, что мы получили деньги, мы подтверждаем состоявшиеся выборы, президент Туркменистана назначил своего сына, мы это подтверждаем. Это вы увидите официально. Идем дальше. Итак, голосование как будет? Первое, физическое голосование на месте, на выборах Туркменистана, президента Туркменистана 12 марта. И выборы, которые уже сегодня начались, онлайн голосование в телеграм-канале. На этом телеграм-канале каждый желающий со своим одним IP-адресом может проголосовать за кандидата, за которого он пожелает дать свой голос. Я вам покажу как это происходит. Обратите внимание, я вам сейчас покажу. Вот обратите внимание, вот телеграм-канал. Он называется Сайлаулар 2022. Вся ссылка под этим видео будет стоять. Вам достаточно нажать. Если у вас нету телеграма, вы скачайте, и вы уже будете на этом чате. На этом чате показаны кандидаты. Обратите внимание, вот Сердар Бердымухамедов. Мы можем за него проголосовать. Мы можем напротив каждого кандидата, допустим, вот Сердар Бердымухамедов, набрать подробнее и увидеть внизу о нем информацию. На любого кандидата подробнее по каждой информацию, проголосовать, допустим, мы можем проголосовать, вот я сейчас проголосую, вот я проголосовал, и сразу внизу появляются результаты голосования. Обратите внимание, вот они результаты голосования. Вот эти результаты голосования на 18:58, на 38. То есть вы можете увидеть результаты голосования на тот момент, когда вы нажмете кнопку. Вам там будет указано, если вы второй раз нажимаете, оно как бы не будет учитано. Но внизу вы увидите состояние голосования. Вот этот бот, он будет выкидывать на сайт интернет, который в онлайн режиме будет передавать эти голосования.
Сайт интернет выйдет через пару дней. Мы об этом объявим, покажем, сделаем специальное видео, и вы можете увидеть это все. Вернемся теперь. Если у вас есть вопросы, не забудьте связаться с чатом «Активист ДВТ». Там есть администраторы, они вам покажут, объяснят, все сделают. Вернемся все-таки к вопросу, как голосовать, где голосовать. Как голосовать? Два варианта. Физически пойти на место и независимо от этого, плюс другой вариант, обязательно надо делать онлайн-голосование. Если у вас один телефон и один IP-адрес, попробуйте второй человек с компьютера проголосовать. По-нормальному у телефона свой IP-адрес через телефон номер, у компьютера другой. То есть вот так вы можете сделать два голосования. Потому что в семье обычно, вот мне звонят, сегодня звонят с Сахалского вилайета, Марыйский, Лебабки, со всех мест. Мы отдаем голоса, они передают номера паспортов, все. Этого не надо делать. Ничего не надо передавать. Вы уже зарегистрированы, у вас телефон или VPN есть, где вы зарегистрированы. Этой регистрации вы заходите и голосуете. Далее. Кто может проголосовать? Все туркменстанцы, без исключения. Вы находитесь в тюрьме, вы находитесь на воле, разницы нету, вы можете проголосовать. Далее. Где голосовать? Вот как я вам сказал, на избирательных участках или в онлайн голосовании. Для этого вам надо взять, скачать программу Telegram. Где можно увидеть результаты голосования? Результаты голосования на тот момент, когда вы проголосуете, тут же внизу на чате будет, в этом чате показаны результаты голосования. Кроме этого, вы увидите на специальном сайте, интернет-сайте, он нейтральный, не мы его ведем, этот интернет-сайт, его ведут специалисты, и этот телеграм-чат, и этот сайт. Мы ничего не можем сделать, но мы реально увидим поддержку каждого кандидата. Кто там выиграет, тот и выиграет. Мы увидим реальную поддержку Сердара Бердымухамедова. Наша основная цель – показать всему миру онлайн-голосование. То есть это понятно, что они не 100%, но они намного чище, чем эта фальсификация, которая происходит в Туркменистане. Вот. Результаты можно увидеть на сайте интернета, который будет рекламироваться в YouTube, везде. Вы это увидите. Результаты выйдут 12 марта. То есть до 12 марта вы будете каждый день видеть результаты, но это все может измениться, вы прекрасно знаете. Поэтому сегодня, допустим, кто-то побеждает, это не значит, что он победит. Это будет меняться ежеминутно, ежесекундно. То есть 12 марта в 00 часов мы закроем выборы. То есть 23:59. Сразу на следующей секунде мы закроем голосование. И официально на этом сайте будет результат голосования. Для чего это нужно? Первое. Активизировать население, чтобы оно один раз в жизни смогло проголосовать. Второе. Облегчить им метод голосования. Третье. Чтобы они увидели, за кого они голосуют и как эта фальсификация происходит. Поэтому надо идти и на места, и в онлайн. Для этого вы увидите, что ваши голоса воруют. Вы убедитесь в этом. Если вы и так знаете, это одно. А когда вы пойдете, проголосуете, они своруют, и мы сфотографируем эти ящики, тогда мы сможем доказать о фальсификации. Третье. Мы тем самым покажем всему миру, что оппозиция готова участвовать в выборах, имеет свои программы, она мощная в Туркменистане. И Сердар Бердымухамедов по сравнению оппозиции набирает всего 2-3%. Мы это докажем. И мы попросим у международных организаций дать нам статус для того, чтобы мы смогли приехать в Туркменистан, зарегистрировать партию и нас там не убили. Вот для этого это делается. Чтобы внутри Туркменистана мы смогли работать, чтобы мы туда приехали, что мы показали, что нас поддерживают все туркменистанцы, что нам просто не позволяют это сделать. В противном случае мы давно бы выиграли эти выборы и давно бы демократия в Туркменистане была. Вот для этого это делается. Это очень важно. Передайте каждому туркменистанцу, поделитесь этим видео. Поэтому, если мы хотим бороться, если мы хотим, чтобы в Туркменистане наступила демократия, свобода, чтобы каждый человек в любое время мог выехать, приехать, чтобы каждый человек смог достойно работать, получать зарплату от 800 до 3500 долларов в месяц, чтобы минимальная зарплата у нас была около 600 долларов, как в европейских странах,
нам надо быть активными. Нам надо двигаться. У нас нет другого варианта. Поэтому я вас прошу голосовать за вашего кандидата, которого вы хотите. Но дайте свой голос. Это ваш конституционный долг. Это ваш долг перед Родиной. Это ваш долг перед вашими предками, перед вашими детьми. Потому что тем самым вы поменяете будущее. Я вас всех очень прошу быть активными. Передавайте эти видео, объясняйте друг другу, но активизируйтесь. Без этого у нас нет будущего, поверьте. Вот 30 лет проспали, сейчас идет захват власти, мы опять проспим. Поэтому я вам советую. Мы, как в Туркмении, создадим партию, победим на выборах, объявим выборы. На этих выборах каждый кандидат, снаружи, снутри, разницы нету. 3 человека, если достаточно будет для 3 человек, чтобы зарегистрировать свою партию. Мы упростим все. Пускай будет 1 миллион кандидатов в президенты. Выиграет только тот, кто выиграет. Вот это и есть открытость. Мы проведем открытые выборы и покажем всему миру, как должны будут проходить выборы и как кандидат будет заслуживать доверия народа. Потом он должен отвечать перед этим народом. В противном случае вперед продвижения не будет. Если у вас есть вопросы по поводу выборов, по поводу онлайн-выборов, не стесняйтесь, приходите на чат «Активист ДВТ». Администраторы вам это объяснят, помогут, покажут. Кроме этого, вы можете обратиться ко мне лично или к любому активисту, который борется сегодня за демократические принципы и права, за человеческие ценности. Это свобода говорить, свобода передвижения, свобода работать, свобода изъявлять свое желание, изъявлять свой план и делать свой план свободно. Свобода дышать, что сегодня нет в Туркменистане. Мы даже не можем с одного района в другой район поехать. Нам запрещают с какой-то области в другую область прийти и работать. У нас не просто диктатура, у нас фашизм со стороны одной семьи к нашему народу. Это надо останавливать. Я думаю, с пониманием вы отнесетесь к этому. И я всех прошу, все международные организации, все организации журналистов помочь туркменскому народу восстать из пепла. Спасибо за внимание. До новых встреч.